Так, государственная служба испытывает дефицит сильных отраслевых специалистов. Об этом также сегодня глава государства говорил на форуме с резервистами. Касым-Жомарт Токаев поручил оптимизировать госслужбу с помощью IT-решений, а еще продолжит внедрение гибридной модели развития госорганов. Как эти и другие задачи намерен решать агентство по делам государственной службы, рассказал заместитель председателя этого ведомства Азамат Жолманов. Азамат Сагатович, здравствуйте. Сегодня в Астане прошел форум президентского молодежного кадрового резерва. Участие в нем принял и глава государства. В своем выступлении он отметил, что сейчас на государственной службе не хватает отраслевых специалистов. Как агентство намерено решить эту проблему? Добрый день. Действительно, глава государства сегодня озвучил этот вопрос. Первое, что мы сделали, это изменили квалификационные требования. То есть ранее в квалификационных требованиях отдавались предпочтения больше людям внутри системы государственной службы. Теперь мы уравняли отраслевой опыт и опыт государственной службы. Если вы помните, ранее на государственную службу поступали только с низового звена, и далее ты должен был расти внутри системы. Теперь нет, мы от этого отказались. То есть если человек проработал 8 лет в условном комитете промышленности и проработал 8 лет в предприятии при наличии руководящего опыта и там, это будет уравнено. Если это специалист, где не требуется руководящий опыт, то такие же самые требования. Второй момент. В прошлом году мы включили в закон новую функцию агентства. То есть мы теперь можем по согласованию назначать на руководящие должности директоров департаментов, начальников областных управлений, заместителей председателей комитетов, прямым назначением наших сограждан, также с квази-государственного сектора и частного сектора. Также мы дали возможность нашей молодежи, тем, кто обучался в наших вузах по государственному заказу, на низовые должности сельского районного уровня также назначаться без конкурса. То есть если ты выпускник, учился на отлично, учился по государственному заказу, то добро пожаловать на государственную службу. Еще сегодня глава государства поручил продолжить работу по внедрению гибридной модели государственной службы. Что это значит? Что это за модель? В мире существует две основные модели государственной службы. То есть это карьерная, когда ты поступаешь с низового звена и растешь внутри государственной службы. И позиционная, когда ты назначаешься на должности, любые должности, если ты соответствуешь квалификационным требованиям. Наша модель гибридная, она будет основана прежде всего на компетенциях и навыках наших кандидатов на государственную службу. Еще одно поручение главы государства – это оптимизировать работу государственной службы с помощью IT-технологий, IT-решений. В этом направлении какая работа проводится? Ну, допустим, в части государственной службы у нас есть система e-Қызмет. Если ранее кандидат приходил сдавать тестирование в центры специальные, то теперь мы перевели ее полностью онлайн. Помимо собеседования, кандидат может на любом этапе участвовать онлайн в любое время с любой точки мира. Это вот то, что мы цифровизировали на государственной службе. Спасибо, Азамат Сагатович, что нашли время ответить на наши вопросы. Вам спасибо за приглашение.